Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. За 11 месяцев этого года в Якутии зарегистрировали свыше 2500 преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Якутяне перевели мошенникам 827 миллионов рублей. Почему многие жители региона, зная об опасном общении с незнакомцами по телефону, по-прежнему перечисляют свои средства мошенникам? Как расследуются такого рода преступления, расскажет гость студии Евгений Разин, заместитель министра внутренних дел по республике Саха-Якутия, начальник следственного управления. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот 827 миллионов рублей, почти 2500 преступлений с помощью интернета. Какого рода эти преступления и, самое главное, с помощью каких инструментов орудуют мошенники? Все зависит от способа совершения этих преступлений. Для Якутии характерны 4 таких. В первом случае наиболее распространенным является способ, связанный с теми обстоятельствами, когда звонит сотрудник, представителем правоохранительных структур, ФСБ, полиции, Нацбанка и сообщает гражданину информацию о якобы взломанном счете, попытке совершения хищения денежных средств его счета. И дальше в ходе разговора предлагает в целях сохранения денежных средств перевести их на безопасный счет, либо предлагается участвовать в какой-то комбинации, направленной на поимку мошенников, в ходе которой также человек втягивается в определенную схему, в результате которой его склоняют к перечислению имеющихся у него денежных средств, либо оформлению кредитов в банках для перечисления последующего на счета мошенников. В этой схеме сейчас механизм такой, что в телеграм-каналах жертвам поступает сообщение от их руководителей, причем с фотоизображением этого руководителя, где сообщается информация о том, что в ближайшее время им позвонит или напишет сотрудник ФСБ, с которым нужно провести соответствующий диалог. Соответственно, потерпевший видит изображение своего руководителя, не сомневаясь в том, что это достоверная информация, вступает в диалог с мошенниками и уже становится жертвой. Вторая схема распространенная – это хищение посредством публикации ложных сообщений на различных сайтах о продаже товаров, либо совершение преступления в отношении лиц, размещающих объявления о продаже товаров. Третье – это хищение на различных биржах, когда люди пытаются вложить средства в инвестиции, да, переходя по различным интернет-ресурсам. И в-третьих, четвертая схема – это использование так называемых фишинговых сайтов, сайтов-двойников, когда люди, переходя по ссылкам, попадают на сайт мошенника, куда вводят сведения своих банковских карт, ну и, соответственно, становятся уже жертвами преступников. Евгений Алексеевич, ну вот профилактика подобных преступлений, она ведется давно, активно, по всем фронтам. Это и СМИ, и интернет, и, я так понимаю, наружная реклама тоже есть. Как считаете, почему и жители нашей республики, и в целом жители нашей страны продолжают вестись на подобные уловки? На самом деле сложная ситуация. Нам попадаются люди, которые уже ранее дважды становились жертвами мошенников. И тем не менее, несмотря на это, в очередной раз попадаются на эти уловки. Ну, здесь опять же, все исходя от способа, да, совершения этого преступления. В первом, наиболее распространенном случае, здесь, конечно, идет очень серьезная психологическая обработка. И задача мошенника ввести человека в стресс. То есть сообщается такая информация, в результате которой человек теряет некий контроль, да, над собой. Это, как правило, информация личного характера, связанная, опять же, с возможной утратой денег, которые у него находятся на счетах, либо с какими-то обстоятельствами, связанными с его близкими родственниками. Да. В этот момент теряет самообладание, не вполне отдает отчет своим действиям и начинает в ходе уже последующей обработки попадает под влияние. Здесь вот как раз элементы манипулирования сознанием человека, да, очень высоки. И, наверное, второй момент – это все-таки недостаточный уровень критического мышления у наших граждан, неспособность понять, осмыслить то, что происходит именно здесь, сейчас, в данный момент в отношении того. Ведь в каждом случае идет диалог
с неизвестными людьми, которых он никогда не видел, не слышал, которые представляются кем-то, да, тем не менее человек не задает себе вопрос, почему это происходит сейчас, да, не может, скажем так, прервать, и это очень важно понять сейчас, что в каждом таком случае нужно просто остановиться, взять паузу, прервать этот диалог и поразмыслить над тем, что происходит. Перепроверить всю ту информацию, которую буквально накануне получил от того, кто звонил. А вообще, вот, ну, с банками понятно, мы уже уяснили, что банки не звонят, не пишут самостоятельно в мессенджерах и тем более там на почту. Сотрудники силовых ведомств, вот МВД, ФСБ, они могут так связываться? Никогда сотрудник правоохранительных органов не будет звонить и сообщать сотруднику о том, что произошло в отношении него противоправное действие, и в последующем тут же в продолжении диалога предлагать ему участвовать в какой-то схеме, сообщать какие-то личные данные его. Это просто исключено, это невозможно. Вот я прошу граждан всех это понять. Евгений Алексеевич, вот как расследуются подобные дела мошеннические? 827 миллионов рублей. Есть ли шансы вернуть жителям республики эти почти миллиард рублей практически? Ну, будем объективными, большую часть суммы нам вернуть не удается. Процент раскрываемости сегодня этой категории преступлений составляет порядка 10, ну, чуть больше, 10%, да, то есть 90, основная часть суммы, к сожалению, остается в руках мошенников. Ну, здесь очень сложная работа, и зачастую она связана с необходимостью осуществления командировок за пределами нашей республики, потому что подавляющее большинство лиц, совершающих эти преступления, они находятся либо в других регионах, либо за пределами Российской Федерации. Это вот так называемые колл-центры, которые обзванивают наших граждан. Но в рамках той кропотливой работы, которую мы проводим, исходя из анализа операций по счетам и работы с абонентскими номерами, с которых происходят звонки, мы все-таки определенную работу проводим, устанавливаем в некоторых случаях даже, но это если речь идет опять же о преступлениях, которые совершаются на территории Российской Федерации, и лиц, которые звонят и организовывают эти преступления, но в подавляющем большинстве случаев удается задерживать низшие звенья, это лиц, на счета которых поступают деньги, которые занимаются их обналичиванием и направлением на последующие счета. Вот буквально в этом месяце завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы лиц, которая дислоцирована была на территории Республики Казань. В ходе командировки были задержаны, арестованы, этапированы в нашу республику 3 человека, организовавшие это преступление. Всего в рамках уголовного дела удалось установить причастность их порядка 130 преступлениям, из которых порядка 120 совершены именно на территории нашей республики. То есть работали исключительно в отношении граждан нашей республики. Мотивировали тем, что полагали, что у жителей нашей республики есть в наличии достаточное количество денежных средств. Ну и, судя по всему, это наличие денежных средств, оно имеется. 820, почти полмиллиарда рублей, даже за 11 месяцев. Да, но здесь проблема еще в том, что большая часть средств Заемные. заемные. Именно кредитные. Евгений Алексеевич, я предлагаю поговорить о госуслугах, тоже популярный способ мошенничества. Возможно ли сегодня мошенникам получить доступ, взломать личный кабинет в госуслугах? И в целом, как вот эти кибермошенники получают доступ к такому огромному пласту знаний о человеке? Ну, на самом деле мошенникам получить доступ к данному ресурсу, да, возможно исключительно, если сам человек сообщит вам, ну, мошеннику, эти данные. А это происходит, опять же, в результате определенных манипуляций, когда звонят и говорят мошенники о том, что взломан ресурс данный, предлагают провести определенные регистрационные действия, сообщить коды, пароли и так далее. В результате этого происходит доступ к ресурсу. Что еще используют мошенники? Мошенники сегодня, наверное, многим должно быть понятно, что собрать информацию в отношении любого человека, используя интернет, совершенно легко. Есть определенные сайты, которые за небольшое вознаграждение дадут максимум о вас информации. Поэтому мошенники этим пользуются, звонят, говорят гражданам определенные данные о них,
в результате чего люди полагают или доверяют, считая, что звонит именно сотрудник правоохранительных органов, но это не так на самом деле. Еще раз говорю, здесь должны, что бы и кто вам не сообщал о вас, о ваших близких, вы должны четко понимать, что вы общаетесь с человеком вам неизвестным. Поэтому этот разговор с большой вероятностью, это разговор с мошенником. Нужно этот разговор посетить. Во-первых, наверное, все-таки не нужно отвечать на звонки неизвестных вам номеров. И если вы все-таки в этот диалог вступили, ни в коем случае и никогда не нужно сообщать каких-либо данных о себе, переходить по каким-то ссылкам, ну и совершать те действия, которые вам навязывают и предлагают. Никаких коммуникаций с теми, кого Никаких не знаем. совершенно. Евгений Алексеевич, кто больше всего сегодня страдает от атак? Вот какой портрет? Это пожилые люди или начинает молодиться уже такая средняя жертва, так скажем? Ну, по статистике, примерно там 44% пострадавших — это лица в возрасте от 30 до 49 лет. При этом тоже порядка 42% это рабочие по найму, то есть люди, имеющие постоянный достаток. Ну и в принципе, опять же, это люди, способные на самом деле, скажем так, иметь это критическое мышление, но почему-то в определенный момент не могут с этим совладать и Противостоять опытному психологу, да? Да, Который, я так подозреваю, сидит на той стороне трубки. конечно. Можно ли безопасно проводить покупки через интернет? Вот как сегодня с этим дела обстоят? Мы уже поговорили о различных площадках, но тем не менее, опасность сохраняется? Опасность, несомненно, есть, но в современных условиях отказаться от этого мы, наверное, не можем. Да? Тем не менее, в данном случае предлагается работать исключительно на проверенных сайтах, ресурсах, да, и есть определенные механизмы, позволяющие вам перепроверить. Ну вот здесь, опять же, можно стать заложником так называемого фишингового сайта, да, попасть. Но на самом деле лучше это количество покупок, да, так называемое, минимизировать. Это гораздо будет спокойнее и не Ну, или позволит лучше, вам. конечно, социализироваться и ходить в, так скажем, физические магазины. Евгений Алексеевич, я уверен, что в следующем году ваша работа по борьбе с киберпреступлениями будет продолжена. Очень хочется, чтобы подобных прецедентов становилось у нас меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.